Региона Александр Богомаз и заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков лично поздравили всех с Днем российской науки. В Брянской области я знаю многих представителей, сидящих в вузовской нашей сферы, очень много делают для того, чтобы и для воспитания, и для того, чтобы наша наука двигалась вперед, и такие фундаментальные исследования. Поэтому хочу еще раз вас поздравить с этим таким очень красивым торжественным мероприятием. В Брянской области научно-исследовательская деятельность ведется на базе 22 ведущих научных организаций, где сегодня трудится более 1000 докторов и кандидатов наук. Без преувеличения можно сказать, что это наш золотой научный фонд. Наши промышленники вместе с учеными совершенствуют технологию, совершенствуют многие умы, чтобы двигать предприятия нашей Брянщины вперед. Благодарственные письма и почетные грамоты за вклад в развитие науки, за достижения в научной деятельности в этот день получили больше десятка ученых, исследователей, работников вузов и предприятий региона. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук. События. Брянск. Прием по поручению президента. Заместитель полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков провел работу с обращениями граждан. Ремонт водопровода, лекарственное обеспечение и выделение квартир детям-сиротам стали центральными темами. Перебои в водоснабжении на улице Чернышевского для жителей Дядькова стали уже традицией. Стабильно 2 раза в год. На улице проживает более 70 человек. Жалуются и на качество воды. На сегодняшний день проведены работы, то есть подготовлена проектно-сметная документация. Цена вопроса 330 тысяч рублей. Спасибо правительству. 70% правительство нам поможет, 30% мы находим у себя в бюджете. Работы завершим до конца лета. Еще одно коллективное обращение от жителей Рогнединского района. Из-за изменения в расписании село Вороново фактически осталось без автобусного сообщения. Транспорт в населенный пункт не заезжает. Преодолевать расстояние 9 километров от трассы – проблема. Нашли перевозчика, который это все осуществит. Мы с ним провели переговоры. И, соответственно, исполним просьбу это жителей. Внесем в реестр изменения и новое расписание. Обеспечение жильем детей-сирот – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства. В минувшем году 300 ребят получили ключи от собственных квартир. В 2018-м еще 420 человек станут новоселами. В Брянской области большинство квартир приобретают на первичном рынке. Это очень важное такое направление федеральной власти. Ну и, конечно, из местного бюджета тоже большое количество денег. Это если брать, сравнивать субъекты, то в Брянской области традиционно и в прошлом году, и в этом году, конечно, на это очень важное внимание обращается. Областной центр прирастает новыми микрорайонами. Ведется комплексная застройка старого аэропорта. Местным жителям не обойтись без нового детского сада. На сегодняшний момент уже часть построена, уже есть 2 этажа. Поэтому сейчас проводятся определенные работы, которые связаны именно с выбором подрядной организации. К Новому году детский сад примет малышей. В Брянской области ликвидированы очереди в дошкольные учреждения. Все ребята от 3 до 7 лет обеспечены местами. Следующий шаг – создание ясельных групп. По этому году мы будем открывать 4 детских сада. 2 в Брянске. И еще будут 2 в районах. Это в Камариче и в Почте. Мурат Зязиков акцентирует, ни один вопрос не будет снят с президентского контроля, пока полностью не решен. Вопросы различные, вопросы и социальные, вопросы обустройства населенных пунктов, вопросы местного самоуправления, вопросы, которые предыдущие проходили приемы, они держатся на контроле. И у нас по Брянской области неисполненных поручений нет. Работа с обращениями граждан в приемной президента будет продолжена. Елена Лыщицкая, Андрей Мазунин. События. Брянск.